первый раз в республике, вообще ваши впечатления? Ну, я не первый раз. Первый раз я был здесь в 80-х годах, еще в студентах. Мы работали на территории Усть-Коломского района в студенческом строительном отряде от Ленинградского университета. Поэтому впечатления еще остались с той поры. Если говорить о впечатлениях нынешнего времени, конечно, Республика Сыктывкар изменился, и республика изменилась. И мне очень приятно, что эти изменения связаны с работой руководства вашего региона. В ходе сегодняшнего разговора мы отдельно остановились на теме готовности жилищно-коммунального сектора Газинея, и через призму деятельности органов управления и работы по обеспечению теплом многоквартирных домов, я убедился в том, что работа в республике выстроена на системной основе. Мне всегда это приятно отмечать. К сожалению, не всегда демонстрируются именно такие подходы, но в данном случае я убедился в абсолютной состоятельности власти и в том, что они приводят к позитивным изменениям, прежде всего для жизни людей. Ради этого мы и работаем. Газета «Республика», Сергей Севрук. Николай Александрович, какие проекты из тех, которые представил вам глава республики, показались вам наиболее интересными и перспективными не только для республики, но и для Северо-Западного федерального округа? И готовы ли вы поддерживать их на федеральном уровне? Ну, сразу скажу о проектах. Мы в первом полугодии следующего года начнем системно заниматься вопросами экономики и продвижения инновационных задач, которые объединяют регионы. Я для себя именно так сформулировал основную проблему взаимодействия между субъектами, потому что есть достаточно большое число проектов, которые объединяют экономику разных регионов, и в том числе и экономику Республики Коми. Что я имею в виду? Во-первых, это строительство автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар. Вы знаете, что до Ненецкого округа пока можно добраться только самолетом, и если эта задача будет реализована, это будет серьезный шаг вперед по развитию транспортной логистики. Это известный проект Белкамур, который будет нами системно поддерживаться и реализовываться именно с практической точки зрения, потому что полномочное представительство президента обязано заниматься кооперацией регионов. Здесь, в этом проекте, планируется участие не менее 3, а может быть и 4 субъектов, включая не только Северо-Западный федеральный округ, но и, возможно, наших коллег из Поволжья. Я знаю о проекте строительства нефтеперерабатывающего завода. Надеюсь, он будет реализован. Ну и с учетом больших запасов угля, древесины на территории республики, я уверен, что проекты по вхождению Новолипецкого металлургического комбината в угольную тематику, вопросы развития деревообрабатывающей отрасли, вопросы развития туризма, потому что ваш регион очень привлекательный с этой точки зрения. Это все проекты будущего, но не отдаленного. Это то, чем нужно заниматься уже сейчас. Ну и не могу не сказать о газификации регионов и муниципальных образований. Это серьезная программа, которая достаточно успешно решается в республике и подкрепляется альтернативными предложениями по выстраиванию системы теплоэнергоснабжения с использованием альтернативных видов топлива. Это тоже серьезная задача. Я думаю, что она будет успешно решена. Николай Александрович, говорят, что Вячеслава Михайловича приглашают в Москву. Что вам известно по этому поводу? Ну, я хочу отмести любые инсинуации по этому поводу. Вячеслав Михайлович эффективный руководитель, он должен работать и дальше здесь, на территории республики, и будет работать с учетом тех проектов, тех задач, которые поставлены руководством страны перед ним. Он должен их реализовать. Но большому кораблю большое плавание, но я уверен, что в ближайший год, по меньшей мере, это не произойдет, и это только на благо республики.